Ассаламу алейкум, уважаемые телезрители! В эфире информационно-аналитическая программа «Неделя». Мы вам расскажем о самых важных и интересных событиях в республике за последние 7 дней. В студии Изабелла Хамурадова. Я Асхаб Зазалаев, и в начале выпуска коротко о главном. Чеченскую республику с рабочим визитом посетил посол Объединенных Арабских Эмиратов в России Мухаммад Ахмад Аль-Джабер. В ходе трехдневного пребывания в Грозном делегация во главе с послом посетили ряд социальных и религиозных объектов. Еще один символ крепкой дружбы между Эмиратами и Чеченской Республики. Одну из центральных улиц Грозного переименовали в честь наследного принца Эмиратов Абу-Даби Мухаммада бен Заида Аль-Нахаяна. Для нас имеет большое значение высокое признание руководством республики и жителям города выдающейся личности в лице шейха Мухаммад бен Заид Аль-Нахаян. От решения семейно-бытовых до разрешения сложных конфликтов. В Духовном управлении мусульман Чеченской Республики ежедневно решаются десятки просьб и обращений жителей региона. Глава Чеченской Республики Рамзан Хаджи Кадыров вместе с соратниками совершил джума намаз в мечети имени Хамзата, дяди пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Пятничную проповедь прочитал богослов Аслан Абдулаев. Мархебут кабболстак Алла Илшну алейхиссалату вассалам дала елсмани чуагали угру Аллацу. Игала мухрю ал билгал доқшметтеха Илшну хуа алейхиссалату вассалам игала мухрю он алча ер дуния о дуния чуамел дол хазхума озгалан гергах мухр дон алча о дуния хия сабатса хакер тагаз ату шулметтек мую исан херду ал озгалан гергах ер дуния أتصل خزوئي يلسمني شو قاش دول أهلو دال خاطر دو الله شيقي هي تمس يلسمني قاش انتي شار دال ساري خدولوي هم دويشون تأتوش الخاطر ديشة يلسمني أهلو نس هم دهت سيردو بوخ بعرجن جنا دوتسوق لرجن خز دوتسوق سو يلسمني شو عدالة شيقي هي تنبين شارخ كياتشين خلشة هم دهت سيردو بوخ دال إيردو بوخ ها شين دو شون كيشتين سعهم قال تامش بيربو الله يلسمني أهلو نس خودتيه دال أتصل كيشينيو ليلسمن شوح قيسونا تونتا كيشتينك ميلدوتي الش خاطر ديشا دال إيردو بوخ شاريز خلر دوشون هين شول تاع يوزلو يوتش دال شاريز خلشتوب نخدويلوي دنيا نخدويلوي آخر تعدويلوي. По завершении проповеди прозвучал призыв на молитву. Верующие выстроились в ряды и совершили намаз. Пребывание в мечети завершилось восхвалением Всевышнего и совершением вирда. В Чеченской Республике с рабочим визитом побывал чрезвычайный и полномочный посол Объединенных Арабских Эмиратов в России Мухаммад Ахмад Аль-Джабер. В рамках визита он принял участие в церемонии переименования улицы в честь наследного принца Абу-Даби шейха Мухаммада бен Заеда бен Султана Аль-Нахаяна. Также гость посетил могилу Ахмата Хаджи Кадырова, побывал в Гудермесской школе хафизов, в особой экономической зоне Ведучи и не только. Полный маршрут делегации вы увидите в нашем материале. Визит чрезвычайного и полномочного посла Объединенных Арабских Эмиратов в России в Чеченскую Республику стал одним из примеров дружеских и братских отношений между регионом и Эмиратами. В аэропорту делегацию встречают представители правительства. Мухаммад Ахмад Аль-Джабер с другими членами делегации в первую очередь посещают фонд имени шейха Заида Аль-Нахаяна, основателя и первого президента Эмиратов. Организация работает в Грозном с 2017 года и занимается поддержкой предпринимательства и инноваций. По состоянию на 4 апреля 2021 года фондом с начала деятельности принято и рассмотрено 1744 заявок, и по итогам 127 заседаний кредитного комитета рассмотрено 404 проекта, из которых 322 проекта рекомендованы к финансированию. В настоящее время договоры финансирования заключены по 239 проектам на сумму более 1 миллиард 222 миллиона рублей. Не просто деловые, а братские. Такими называет посол отношения между руководствами Эмиратов и России. Об этом говорят и реализуемые в Чеченской Республике проекты, которые финансируются инвесторами из Объединенных Арабских Эмиратов. Недавно Рамзан Ахматович был в Эмиратах и провел продуктивную встречу с его высочеством шейхом Мухаммад бен Заид Аль-Нахаян. Приглашение, во-первых,
господина Кадырова и по поручению шейха Мухаммада бен Заида аль-Нахаян я нахожусь сегодня здесь и приму участие завтра на открытой улице. Это для нас очень много значит и для нашего народа. После встречи гостей пригласили в Шали. Они посетили мечеть «Гордость мусульман» имени пророка Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха. Она самая большая в Европе и одна из красивейших в мире. Мы дорожим тем братством и восхищены тем, что наш глава Чеченской Республики, герой России Рамзан Ахматович Кадыров, очень дружески и с огромной истинной любовью относится к наследному принцу, также и дань уважения память президенту Объединенных Арабских Эмиратов, шейху Заид ибн Султан аль-Нахаян, рахматуллах алейх. Пусть ваш визит будет баракатным, укрепление наших дружеских и братских отношений. Вечером того же дня гостей принял у себя Рамзан Хаджи Кадыров. Главе Чеченской Республики посол передал приветственные слова от наследного принца Абу-Даби Мухаммада бен Заида аль-Нахаяна. Наилучшие приветствия, пожелания. Мы недавно были в Абу-Даби, встреча с ним. Мы очень рады, что вы являетесь близким другом. Это нам всем весьма приятно. Наш брат, человек, нужен для завтра умного. Речь также зашла о реализуемых в регионе проектах, в том числе при содействии фонда имени шейха Заида. Мухаммад Ахмад аль-Джабер заверил, что и в дальнейшем сотрудничество в этом плане будет продолжаться. Договорились мы о реализации некоторых проектов в будущем в области культуры, образования, здравоохранения. Мы всегда рады, и я лично всегда готов по любому вопросу, можете рассчитывать на меня. Заканчивая встречу, стороны обменялись подарками и сделали памятные фотографии. Шамиль Эрсанбиев, Азан Идрисов, Салман Усманов при содействии пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики. Неделя. Второй день пребывания в Чеченской Республике посла Объединенных Арабских Эмиратов в России начался с посещения могилы Ахмата Хаджи Кадырова. Здесь их встретил председатель Совета алимов Республики СКФО Хожа Ахмед Хаджи Кадыров. Он рассказал о пути первого президента, благодаря которому регион стал одним из самых динамично развивающихся в России. Саламу алейкум. مرحبا بكم. Мархаба. Алхамдулиллах, сегодня, хотя его нет с нами, но он в наших сердцах. Ахмад Хаджи Кадыров, аш-шахид аль-мархум. Хотя его среди нас нет, но он постоянно с нами. Ибо и тот путь, который он начал, его завершает нынешнее руководство нашей республики в лице сына Ахмад Хаджи Рамазан Хаджи. И мы из отсталой, воюющей региона Российской Федерации стали одним из процветающих, добропорядочных регионов нашей большой Российской Федерации. Поэтому мы все, и мал, и стар, все время благодарим Аллаха, что Он нам подарил такого лидера, который вывел нас из тьмы в это прекрасное настоящее. Следом группа направилась в Гудермес. Они посетили школу хафизов имени шейха Заида бин Султана аль-Нахаяна. Воспитанники школы продемонстрировали свои знания. Также гостям показали условия, в которых живут и учатся хафизы. Рамзан Хашия хар институт шия нафахат яхляин халаин тaqia shay pach aqlin во шейхин сво пач айда талгеш лөлсүн шейх Заид церхия шен дуку вездел ши цинкенч дол гергело билгалдок шия цо этүн церхтиллерна тондок дазалла ду тончо хазахиетизия цо гойт воню адолия вежалия. Улицу Индустриальную в Грозном переименовали. Теперь она носит имя наследного принца Абу-Даби Мухаммада бен Заида аль-Нахаяна. В церемонии приняли участие глава республики Рамзан Хаджи Кадыров, его соратники, а также чрезвычайный и полномочный посол Объединенных Арабских Эмиратов в России Мухаммад Ахмад аль-Джабер. Подробнее об этом вам расскажет Шамиль Эрсанбиев.
Улица Индустриальная была реконструирована в прошлом году. На участке больше 4 километров уложен асфальт, заменены коммуникации и многое другое. Вслед за новым обликом улица теперь получила новое наименование в честь наследного принца Абу-Даби Мухаммада бен Заида Аль-Нахаяна. Поприветствуйте глава Чеченской Республики, Герой России Рамзан Ахматович Кадыров. Чрезвычайный и полномочный посол Объединенных Арабских Эмиратов в Российской Федерации Мухаммад Ахмад Аль-Джабера. Мэр Грозного Хасмагомед Кадыров рассказал о том, какие еще изменения произошли на улице в ушедшем году. В ходе проведенной масштабной работы здесь было уложено асфальтобетонное покрытие около 100 тысяч квадратных метров, установлено 199 дорожных знаков и порядка 2 километров барьерных ограждений. Кроме того, установлено стационарное электрическое освещение на площади 8540 метров и уложен тротуар протяженностью 5402 метра. Установлено 59 светофоров, размещено 9 остановок общественного транспорта. Также провели замену и перенос всех инженерных коммуникаций. Ни для кого не секрет, что Чеченскую Республику с Объединенными Арабскими Эмиратами прочно связывают братские, религиозные, дружественные и деловые отношения. Проекты, реализуемые эмиратовскими инвесторами, являются большим подспорьем развития региона. Благодаря грамотному руководству главы Чеченской Республики, героя России Рамзана Ахматовича Кадырова, который продолжает созидательный путь первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмада Хаджи Кадырова. Между Россией и Эмиратами особые братские отношения. И это повод для гордости, отмечает Рамзан Хаджи Кадыров. А улица в честь наследного принца станет еще одним символом этих отношений. Я рад, что между странами России и Объединенными Арабскими Эмиратами сложились крепкие дружеские отношения. В этом личная заслуга президента Владимира Путина и наследного принца, моего старшего брата, шейха Мухаммада бен Заида Аль-Нахаяна. Мы искренне гордимся таким союзом и считаем, что он принесет много пользы для народов двух стран. Мне вдвойне приятно, что одна из улиц столицы нашей республики будет удостоена чести носить имя моего дорогого брата, наследного принца шейха Мухаммада бен Заида Аль-Нахаяна. Он является другом для всего чеченского народа и вносит большой вклад в развитие экономики региона. Стела с портретом наследного принца установлена в знак благодарности и почтения от руководства и жителей республики. Рамзан Хаджи Кадыров наградил гостя, чрезвычайного и полномочного посла Объединенных Арабских Эмиратов в России Мухаммада Ахмада Аль-Джабера медалью за заслуги перед Чеченской Республикой. Награждается медалью за заслуги перед Чеченской Республикой Мухаммад Ахмад Аль-Джабер, чрезвычайный и полномочный посол Объединенных Арабских Эмиратов в Российской Федерации. Улица в честь Мухаммада бен Заида Аль-Нахаяна в Грозном – большая честь для жителей Объединенных Арабских Эмиратов, отмечает посол. Он поблагодарил всех причастных к этому событию. Для нас имеет большое значение высокое признание руководством республики и жителям города выдающейся личности в лице шейха Мухаммад бен Заид Аль-Нахаян. Он является лидером, который пользуется международным авторитетом. Между ним и президентом Российской Федерации, а также руководством Чеченской Республики сложились теплые, доверительные и братские отношения. Благодаря настрою лидеров двух стран на развитие многопланового взаимодействия отношения между Эмиратами и Чеченской Республикой вышли на новый уровень. Без всяких сомнений, сегодняшнее событие придаст значительный импульс для дальнейшего укрепления двусторонних отношений между нашими странами и народами. Муфтий республики Салах Хаджи Межиев прочитал дуа, после чего улицу торжественно открыли. Здесь появилась стелла с фотографией наследного принца и надписью на русском, английском и арабском языках. Следом гости из арабской страны встретились с председателем парламента Чеченской Республики Магомедом Даудовым. Обсудили, помимо прочего, развитие деловых отношений и поддержку инвестиционных проектов. Больших успехов в этом плане достиг фонд имени шейха Заида Аль-Нахаяна. Арабский Эмират, Вачак, Угархолчхена, Воушта, Цикар, Эмират, Вартпинцина, Вачак, Шугар, Хилу, Вачак, Шейза, Цага, Фондию, Масана, Ночича. يعني الدفع حق فوندي كلها تأمين يوح يتسلم شدوقنا предприниматель мало средний бизнес билош болнаяка чобиона цеда халтади лацачна до хукарла диона استعدادنا وحوي غوشي ديونا في مشكلة صون دور الوقت يشتغلون سداع ديال
Насыщенная программа продолжилась на всесезонном горнолыжном курорте Ведучи. Гостям рассказали о планах на дальнейшее развитие проекта, который имеет огромный потенциал. Последний день визита гости посетили Российский университет спецназа в городе Гудермес. Здесь им рассказали о самом комплексе, о его оснащенности и возможностях. Особый интерес вызвал багги Чаборз. Его производство полностью проходит здесь. Также участники делегации смогли пострелять из снайперского оружия и пистолетов. Шамиль Эрсанбиев, Ислам Али Султанов при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики. Неделя. Рамзан Хаджикадыров провел совещание с министром Чеченской Республики по физической культуре, спорту и молодежной политике. На встрече глава республики поздравил руководителя ведомства с Международным днем спорта и отметил большой вклад министерства в развитие и пропаганду здорового образа жизни. В свою очередь Хамзат Кадыров доложил главе о проделанной работе и планах на текущий год. 230 спортсменов из Чеченской Республики в этом году стали призерами всероссийских соревнований. Об итогах деятельности ведомства за первый квартал главе региона доложил министр Чеченской Республики по физической культуре, спорту и молодежной политике. Спортом заниматься, физкультурой заниматься, хорошо, ребята тоже будут, так, здоровый образ жизни, на благо развития мира, молодежь, спортсмены, развивать футбол, первый квартал, куда догадываюсь, до конца года очень кажется должна. Рамзан Ахматович, в первом квартале в рамках единого календарного плана проведено 59 физкультурно-спортивных мероприятий, где участвовало 17 850 спортсменов. Во всероссийских соревнованиях приняли участие 1149 спортсменов. Чемпионами, призерами стали 230 спортсменов. В спортивных школах проведено 370 физкультурно-спортивных мероприятий с участием 17 тысяч спортсменов. 376 спортсменов Чеченской Республики являются членами различных сборных команд Российской Федерации. И из них 207 спортсменов по олимпийским видам спорта, 169 по неолимпийским видам спорта. Всего в Чеченской Республике кандидатов в мастера спорта 1178, мастеров спорта России 242. В рамках реализации молодежной политики проведено 354 мероприятий с участием 17 550 человек. В Грозном и в селе Автуры Шалинского района в этом году запланировано строительство физкультурных спортивных клубов для инвалидов. Все имеющиеся спорткомплексы, залы и стадионы обеспечены необходимой материально-технической базой. В рамках регионального проекта «Социальная активность» в 2021 году запланировано создание 3 волонтерских центров на базе СУЗО Чеченской Республики и реализация 3 проектов победителей по итогам участия в 2020 году во всероссийском конкурсе лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел» на общую сумму 3,5 миллиона рублей. Глава региона поручил Хамзату Кадырову уделить особое внимание работе по выявлению одаренных детей среди подрастающего поколения. Поставил задачу развивать спортивную медицину и усовершенствовать подготовку спортсменов по олимпийским дисциплинам. К этой работе привлекут специалистов, которые будут раскрывать способности спортсменов и развивать их. Самый главный спортсмен, из олимпийский чемпион, на олимпийский вид, внимание есть, бокс, борьба, определенный контингент, основной состав, ишхучбас, 1,5 миллиона населения, ярчка, болса, одаренный спортсмен, он волушевать спортсмен. По духу, Хайда Саламова, Салман Усманов при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики. Неделя. Возобновление приостановленных транспортных линий, новые маршруты и строительство вокзала. Эти вопросы глава республики обсудил на рабочей встрече с начальником Северо-Кавказской железной дороги Сергеем Задориным.
Он отметил позитивные перемены, происходящие в Чеченской Республике. Последний раз гость посещал регион 3 года назад. Подробнее в следующем материале. В Грозном появится новый вокзал. Станция разместится на площади более 3000 квадратных метров и будет оснащена современными поездами. Сергей Задорин отметил позитивные перемены, происходящие в Чеченской Республике. Построили, как вы знаете, в Гудермесе новый вокзал в Грозном. Начали, думаем, что наконец-то закончим. Мы сегодня как раз посмотрели перед встречей, какие планы там постройки. Там все идет по плану. Я думаю, что 23 в декабре сдача. Потом попробуем, чтобы немножко раньше получилось. Думаю, что должен получиться красиво. Пандемия внесла коррективы в работу железнодорожной отрасли. Из-за коронавируса ветка, ведущая в Волгоград, была приостановлена. В ближайшее время вопрос о восстановлении этого маршрута будет решен. У нас вопрос насчет Волгоградского. Когда, допустим, остановили, по-моему, во время пандемии, да? Сейчас письмо отправлено в Федеральную пассажирскую компанию и в департамент, курирующий пассажирские перевозки. Я думаю, что завтра, послезавтра уже в телефонном режиме будут просить их все-таки это дело ускорить. Мы думаем, что все вопросы, которые мы проговаривали с Султаном, остались, которые тоже я просмотрел, были на прошлой встрече. Мы сейчас все сможем просмотреть и ответы полностью подготовим. Вроде бы небольшой объем, а для республики очень важный, да, закончить то, что вы озвучили. На встрече присутствовал министр транспорта и связи Рамзан Черхигов. Он рассказал, что через республику проходит большой поток транспорта. Вопрос оптимизации ЖД-переездов актуален, подчеркнул он. Железнодорожные переезды сегодня не оборудованы и, соответственно, создают очень большие проблемы. Трафик растет, транзитного транспорта больше, чем собственное. И то есть все фуры, которые часами стоят, и пока они проедут, то есть их загружат. Вот и создается очень большие проблемы. Просьба обратить на это внимание. Хорошо. Мы с Султаном возьмем список этих переездов, потому что частью переездов в свое время занимался, мы смогли решить положительно тогда. Поэтому сейчас то, что нужно, давай посмотрим. Я думаю, что было бы хорошо. Да. Я думаю, что сейчас, если 1-2 поезда приедут, слух пойдет о том, как одно дело слышать, второе дело, когда увидят, как на самом деле красиво и все здорово. Каждую субботу-воскресенье с Пятигорска, оттуда Звеноводов, автобусы приезжают там, вот, и смотрят, и потом выезжают. Очень много потоков бывает, прям загружено. Очень много людей хотят приехать там, вот, даже кто отдыхает в санаториях, там, они на субботу-воскресенье приезжают к нам. И в субботу-воскресенье, когда выходишь, думаешь, там вообще место есть здесь или нет. Везде туристы ходят. В селении Чири-Юрт расположен цементный завод. Он пользуется большой популярностью. Проведение к нему железной ветки – еще одна важная задача. Как раз вопрос ветки до цементного завода Чири-Юртовский. Это очень нужно и необходимо для экономики, для промышленности. В плане развития внутренней инфраструктуры развивается, а вот инвестиционных площадок у нас очень бурно развивается и сам цементный завод. И у нас там парк Казбек называется, тоже очень большая загруженность этой дороги будет. Потому что мощность самого завода до 3 миллионов уже вы одобрили, Рамзан Ахматович. У нас идет подписание соглашения со Сбербанком на развитие второго этапа цементного завода. И в плане загрузки самой ветки никаких проблем не будет. Сергей Задорин возглавил Северокавказские железные дороги полгода назад. Новые должности – это его первый визит в Чеченскую Республику. Последний раз он посещал регион 3 года назад. Все так же чисто и красиво, отмечает он. Надеюсь, вы довольны работой ваших подчиненных? Я могу сказать, это без всякой такой лести, без ничего. Но то, что сегодня Султан делает, это из 6 регионов самая чистая полоса отвода. То, как он к этому относится, это достойно подражания. И по многим другим показателям регион идет очень с большим опережением. Даже погрузка у него сегодня на 19% выше, чем в прошлом году. Это за первые 3 месяца уже так сработано. Он сам находит груз. Чистотой следит, сам субботник проводит. А по чистоте есть с чем сравнивать. Еще к нему приедем уже со смотром. А пока сейчас даже 3 региона мы проехали. Наиболее такое, не наиболее, а самый чистый, ухоженный регион. Это Паш. Спасибо большое. Мы со своей стороны будем делать все для того, чтобы реализовать все намеченные планы. Но все равно без вас, ваших решений, не только решений, даже
управления у нас не получится. Поэтому будем надеяться, что закончим все проблемные вопросы, которые давно уже на повестке стоят. Прощаясь, Сергей Задорин дарит картину с изображением живописи, а глава региона, в свою очередь, подарил книгу. Рамзан Хаджикадыров также поблагодарил его за визит и оказанное внимание. Изабелла Хамурадова, Салман Усманов при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики. Неделя. Одно из лучших деяний в исламе. Муса Гайтеев в 11 лет стал хафизом священного Корана, а с 18 обучает ему других. Сегодня он работает в Шалинской духовной школе имени Дурди Шейха. Как проходят будни преподавателя, узнала наша съемочная группа. Мечта детства – изучать Писание Всевышнего и обучать ему других. Он осуществил ее уже к 18 годам. Уже 2 года Муса преподает в Шалинской духовной школе. تنساني عام وول واليرسم حاوش كولي واخلي دحر دعولو شقمود ير بخمود ير اشتعب بامتي حاجن هلر حاوش كولا حيخر خوي بري اشتخصن انتارج حوش تارينز ليلوش والبولخا تير ليلر شو خزقلوي لسونا لارينز اشتن حيخر هو خلالي اشت. Изучать Священное Писание Муса начал в 10 лет. Всего за 1 год он выучил Коран наизусть. Сейчас уже передает свои знания другим. В школе хафизов он работает с начала открытия. Не только хороший преподаватель, но и наставник, говорят ученики. مسا ديك أورحية هردوتون طعيرا حلقات يزافتر كيدو الخير يخ دول ما دول أكلاش تدو موسى чёма нято хаити. Несмотря на юный возраст, Муса хороший товарищ для своих коллег постарше, и они очень часто обращаются к нему за советом и помощью. Муса отберешь цаниша хиер модеза цер мотхош берешь мух аоли хриухош отберешь везички пара تارك عام دويتر دولش كيبر حيغر غو دشنا دوتش شياسة دياغ تارك عام ديت وود على ريالش جودك حيغر غو خز بالط يا خز عدوتش ومن ديكنا واسطور بالط يا قوش بلاقيتش صح بيرش سمع لا ألسم شاقة حوكش غوشي بالبويتش عبيرش شيتي بالبويتش. Занятия в школе проходят 5 дней в неделю. Все это время ученики и преподаватели проживают в общежитии учебного заведения. Родные Мусы ждут его возвращения домой на выходных. Каждый его приезд – настоящий праздник. Большая семья собирается за столом. Муса жим волшдин илман тагерч. Бадидич сажим волшдин на мам стоматолог вогуйтурвуха Муса богшер. مام شا اشتبغي تحار اشتغيور تح حجر يرى اشتحيولش اتعامو بغي تحار شا جوان دال دينا كخير دق مسائل اشتبغي ترسي اتي خز عامادين чеквел إجازة яхкен خз учитель хватин. Муса регулярно участвует в различных соревнованиях и занимает призовые места. На всемирном конкурсе он вошел в 10 лидеров. Всемирный конкурс 2017 года хиллер Моссу странчкар тат участник вар хавали. Обучение Корану является одним из лучших занятий в исламе, требующий искреннего намерения ради Аллаха. В семье Гайтиевых Муса первый хафиз. Для родных это большая гордость. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Всевышнего, сказал: лучшие из вас являются те, кто изучал Коран и обучал ему других. Изабелла Хамурадова, Мали Абдурзакова, Мовсар Даутов и Салман Усманов. Неделя. О новостях из мира мусульман расскажет Элиза Тасуева в рубрике «Умма». Здравствуйте, это рубрика «Умма» и я ее ведущая Элиза Тасуева. Из-за COVID-19 в Объединенных Арабских Эмиратах Департамент муниципалитетов и транспорта Абу-Даби не будет выдавать разрешения на установку праздничных шатров в месяц Рамадан, которые являются традиционными во время священного поста. Аналогичное решение было принято властями Дубая и Шарджи. Также раздача бесплатной еды будет осуществляться только официальными благотворительными организациями.
30 марта во Франции в ходе совещания Сенат страны проголосовал за запрет хиджаба и буркини мусульманкам, не достигшим совершеннолетия. Для вступления в силу законопроекта он должен быть одобрен Национальным собранием. Amnesty International Europe критично отреагировала на это и утверждает, что данный закон ущемляет права граждан Франции, в частности мусульман. В Канаде в городе Калгари частная школа выступает против того, чтобы учащиеся мусульмане совершали в ней намаз. Еще в августе комиссия по правам человека объявила, что такими ограничениями школа нарушает свободу и права учащихся. На сегодняшний день дело остается нерешенным и находится на рассмотрении в суде, сообщает Calgary Herald. Власти Саудовской Аравии намерены разрешить паломничество во время священного поста, несмотря на COVID-19. Сделать это смогут люди, прошедшие вакцинацию и имеющие соответствующий документ, подтверждающий это. Также во время Рамадана возможности в запретной мечети Мекки будут увеличены. Об этом сообщает Министерство Саудовской Аравии. В городе Монреаль, Канада, неизвестный обстрелял местную мечеть из пневматического пистолета. Имеется видеозапись, на которой видно, как молодой человек произвел 11 выстрелов и сразу же скрылся с места преступления. На данный момент полиция ведет розыск подозреваемого. В дополнение к этому стоит сказать, что прошлой осенью в этом же городе несколько мечетей подверглось нападению и ограблению со стороны ненавистников ислама. На этом у меня все. Следите за актуальными новостями в наших социальных сетях. В Управлении Пенсионного фонда России по Чеченской Республике прошла пресс-конференция. На вопросы журналистов о проведении перерегистрации получателей кредитных организаций и банков ответил управляющий отделением Мохаммед Эми Ахмадов. Перерегистрация проводится в целях актуализации данных о пенсионерах, которые состоят в государственных информационных базах. Она осуществляется по двум направлениям – перерегистрация пенсионеров, которые получают пенсию на карточку, и через почтовые организации. В этом году планово проводится перерегистрация наших пенсионеров, всех получателей мер социальной поддержки через пенсионный фонд, так скажем. Потому что у нас кроме пенсии еще получатели ЕДВ, ежемесячных выплат. По всем категориям у нас отработанный механизм есть по перерегистрации. Тем жителям или гражданам нашим, которые получают выплаты через службу доставки, им не надо никуда обращаться. К ним приходит на дом доставщик пенсии и проводит перерегистрацию у них дома. Перерегистрация объявлена отделением с 3 апреля по 1 июня текущего года. Для пенсионеров, получающих пенсию на карточку в банке, перерегистрация осуществляется в клиентских службах. Для этого нужно обратиться в отдел работ клиентских служб с паспортом или позвонить по номеру горячей линии 8 800 600 02 96. Грозный отметил 6-ю годовщину со дня присвоения почетного звания «Город воинской славы». Торжественное мероприятие прошло у стелы, установленной на площади перед столичной мэрией, в память об этой знаменательной дате. Участники рассказали о важности проведения таких мероприятий. Затем перед собравшимися выступили учащиеся городских школ. Они прочитали патриотические стихотворения о любви к родине и доблести славных защитников Отечества. В конце мероприятия представители муниципалитета и почетные гости возложили цветы к стеле «Город воинской славы» и сделали памятное фото. Это знаменательная дата для всех. То, что нас, говорят, депортировали, это слово, на мой взгляд, неправильно подобрано. Это было репрессии против нашего народа. Но, соответственно, 6 лет назад своим указом президент Российской Федерации подтвердил, что это была ошибка тех властей. И это для нас огромного стоит. Это мероприятие очень важно в плане пропаганды патриотизма в Чеченской Республике, особенно среди подрастающего поколения. На данный момент, так как мы не видели всех этих событий трагических, мы не осознаем всю тяжесть этих событий, не смотря в учебники по истории, не делая такие мероприятия. Мы забудем об этом, а такое нельзя забывать. Очень важно напоминать подрастающему поколению, что такое было, что не просто так город Грозный является городом воинской славы. В Духовном управлении мусульман Чеченской Республики проходит прием граждан. Вопросы самые разные, от семейно-бытовых до разрешения сложных конфликтов. В правильности ответов сомневаться не приходится. Жители принимают заместителей муфтия Чеченской Республики 4 дня в неделю, с понедельника по четверг. Продолжит Абдуллах Батаев.
Семейно-бытовые конфликты в той или иной степени встречаются довольно часто. Для решения подобных проблем муфтият республики проводит прием граждан 4 дня в неделю. Своевременное и верное наставление богословов спасает семьи от больших последствий. Жители проводят регистрацию и ожидают своей очереди. Прием проводят заместители муфтия. Сегодня принимают Муса Альбиев и Саид Адлан Азимов. После консультации с богословом обратившийся пишет заявление. Заявления отправляются в секретариат, после чего их отписывают по месту жительства. Этими вопросами занимаются кадии района. В случае крайней необходимости проблемы граждан решаются в духовном управлении. Прием граждан с понедельника по четверг. Приводя суры из священного Корана и хадисы пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, богословы разрешают самые острые конфликты. По их утверждению, в некоторых случаях бывает достаточно сложно найти компромисс. Allah Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve zeyla khira la khuttit hakhina gerdu boxtalo gerdu ve maha zudi mari rasqastar yuqal yuzul khil gerdu rasadol gerdu lerder rasqasni asatrit belkhish saqiyat serbuhar khilaha gerdu lerder. За прошедший год в Духовное управление мусульман поступило около 17 тысяч обращений. Более половины из них были успешно решены. Абдулла Батаев, Имран Абазаев и Ислам Али Султанов. Неделя. Вечер нашидов, посвященный приближению священного месяца Рамадан, прошел в городе Урус-Мартан. Воспитанники детских садов воспевали о религии Всевышнего и восхваляли пророка Мухаммада. Послушать юных исполнителей собрались многочисленные гости, местные жители, представители духовенства и власти района. Они вручили детям подарки. Каждый год 25 апреля республика отмечает День чеченского языка. Это один из самых древних языков. По оценкам Красной книги ЮНЕСКО он находится в относительно благополучном состоянии. На нем говорят несколько миллионов человек во всем мире. Над его совершенствованием и развитием трудятся специалисты. Более подробно об этом расскажет Хеда Саламова. Голос Адама Арипханова знают и любят тысячи жителей Чеченской Республики. Уже 6 лет он работает на радио «Путь», ведет прямые эфиры, а также телепередачи на родном языке, за что регулярно получает восторженные отзывы и благодарность от слушателей. دقة إذا قرجي شو لازم يدش نشتو يستغن موت طبعلش ويقوم كلتور دايري ويقوم إسكوستو دايري ويقوم ليتراتور دايري ويمصهم دايري دوي دقة متس دوزن قوم غلق إذن قل ليرم ضل ما شو لو صوت عن متو وتعن متس دوزن ويقوم كلتور إسكوستو شاد درجة سندل هورن يقردو الله خيط سنين موت عامو بيته. Чеченский язык – один из самых древних языков. На нем говорят несколько миллионов человек во всем мире. По оценкам Красной книги языков ЮНЕСКО, он находится в относительно благополучном состоянии. Над совершенствованием и развитием чеченского языка работают специалисты. Одним из них является Сайд Хасан Дадаев. ديل ختم ساك إزق بلا وسمن أهلا برش وسمن الذكاء قيدش أخي دوش يقدر نقش دوش قول در بقونش يدش
علما شوي. 25 апреля в республике будут отмечать День чеченского языка. Дата выбрана не случайно. Именно в этот день 1923 года вышел в свет первый выпуск национальной газеты «Серло» на родном языке. Спустя десятилетия она будет носить название «Даймок». В этом месяце республиканская газета празднует свой 98-й юбилей. Единственная газета на чеченском языке каждую неделю радует своих читателей яркими заголовками. Важно уметь не только писать, но и мыслить на чеченском языке, говорит народный писатель Чеченской Республики. и цигара и адук бери садик яс ля школа мас метта ночмат бют ночмат болшпу эзер шочка хиллабу. Знание родного языка кажется банальным и простым. Сегодня мы решили проверить, насколько хорошо жители республики знают свой родной язык. Как будет на чеченском слон? Пил. 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 Не знаю. Запятая. Тёмалк. 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 Команда. Тоба. Я не знаю точно. Тоба. Сарасон. Тоба. Гулам. Черепаха. Я им хулят. I don't know. Унтпед. Сложно, не знаю. Унтпед. Хайда Саламова, Магомед Бачаев, Салман Усманов. Неделя. Герой нашего следующего сюжета посвятил свою жизнь изучению и распространению религии Всевышнего. Духовный путь Амира Абдулмуслимова начался еще в детстве. Сначала учился в медресе, затем окончил Исламский институт в Уфе и Российский исламский университет имени Кунта Хаджи в Грозном. Сегодня он работает кадием Гудермесского района. Богослов удостоен почетной медали Аль-Иктисам «Сплоченность», которую ему вручил Верховный муфти России Талгат Таджудин. Российский исламский университет в 2012 году окончил. Тягу к знаниям Амир Абдулмуслимов начал проявлять в совсем юном возрасте. После смерти дедушки он взял его Коран и пошел учиться в медресе. Так у нашего героя начался путь к познанию религии Аллаха. В 2001 году Алим окончил Исламский институт в Уфе. Спустя год Амира назначили заместителем имама Джалки, а еще через 8 он стал духовным главой всего Гудермесского района. Прием граждан повседневно и тогда вечер. А помимо этого, Гудермесский район, медколледж, техникум, стига выезжать, то хиганшбеш. Это примирительный процесс между семьями, воссоединение Аллаха, левишь бергойч, сегойч, и белаш остаешься. Каждую пятницу Амир читает проповедь и возглавляет молитву в центральной мечети имени султана Делимханова. В этот раз имам Хатыб призвал остерегаться сплетен, которые распространяются в социальных сетях и мессенджерах. Интернет مصومة إدعاء ساعة وعشة عشبو إشها فيمر عليه الصلاة والسلام شبيرت قولوا حديث على دا غزوالة ساعة قويش مدات الله بقدر دات ساعة شين خزنك إدويش ليش ولا. В селе Богослова знают практически все. Именно к нему местные жители обращаются с проблемами и вопросами, связанными с религией. Без внимания не остается ни одно заявление. Призыв к благому и предупреждение от зла. За заслуги перед исламом в прошлом году Амир Абдулмуслимов был удостоен почетного ордена второй степени имени Абу-Бакра ас-Сиддик «Сплоченность». Награду вручил муфти России Талгат Таджудин. Кади регулярно проводит профилактические беседы с учащимися школ. Работа с подрастающим поколением – одна из самых значимых, отмечает он. قدم الشيء قولنا شابوداله مو قولنا وين قيتم بلغ دال الله شاوز حيل دلوينا الله دقنك خرجي الشوش دال قيتم حيل دلوينا
أصدق هذا غير شوية قدم حيقل إيش أشغل يضم إزدال ونحار منيو أمر حج صدق جمهورشتين صدق علم عام وغير شورشتين سخيل حيغر هو إز داخل هو يورت تان حلقة نادو ده بيسي دوش أصبغت أحكيش نعند أن بوغ بيش قهوة гуш تان حيغن беш بوغ беш угез. Амир очень проницательный духовник. У нас наш любой ученик школы может в любое время обратиться или пойти к ним домой. Богобоязненность, глубокие познания в религии и распространение истины. Амир Абдулмуслимов, несомненно, является благим примером для тысяч жителей Гудермесского района. Асхаб Зазалаев, Арби Чакаев, Салман Усманов. Неделя. В Чеченской Республике активно идет подготовка к проведению итоговых экзаменов. Представители регионального центра обработки информации ЕГЭ и мониторинга качества образования проверяют пункты готовности сдачи единого государственного экзамена. Особенно важным в этом году является соответствие пунктов сдачи требованиям Санпин. Всего в республике 31 пункт. Из них уже половина проверена и готова к работе. Во время очередной проверки в Урус-Мартановском районе был открыт новый пункт. И уже 25 мая он раскроет свои двери для сдачи первого экзамена 2021 года. Сейчас мы находимся в пункте 1301. Мы приехали сюда для того, чтобы проверить готовность и какие работы сейчас ведутся на этом пункте до начала экзаменов. В пункте проведения условий должны, первое, это условия соблюдать требования Санпина по социальной дистанции участников, размещения их в аудитории и предоставление участникам возможности сдачи единого государственного экзамена в комфортных условиях. Для этого проделана достаточно серьезная работа, и условия комфортные мы создадим. И на этом мы завершаем наш выпуск. Хороших вам новостей. Адикюэлшу, Маш Айл.